Главная цель проекта – поддержка и развитие художественной и творческой деятельности в муниципальных театрах малых городов, создание условий для обновления репертуара, повышение качества постановок, популяризация театрального искусства. В рамках проекта «Театр малых городов» в Сулпане состоялась премьера спектакля «В поисках сокровищ или выгодное дельце» по пьесе минского драматурга Сергея Дмитриева. На сегодняшний день, конечно, очень много проектов, более 37 проектов у нас осуществляется по всей России. И сегодня в городе у нас осуществляется конкретно 4 проекта, и более 7 миллионов выделено уже по этим проектам нашему городу, муниципалитету. И то, что вот сегодня 1,5 миллиона, это бюджет, конечно, очень хороший, потому что, если посмотреть, сравнить обыкновенные спектакли, которые выпускает театр, это где-то порядка 150-200 тысяч, то есть уходит денег, а сегодня вот именно 1,5 миллиона, то, что выделено на эти средства, я думаю, действительно показал хороший уровень. И наши артисты с воодушевлением сегодня играли для детей. И я думаю, что эти проекты в дальнейшем будут иметь свое продолжение. Невероятные приключения верных друзей Джонни и Билла в поисках пиратского клада, встреча с бродячим цирком и битва с призраками пиратов. Таков незамысловатый сюжет спектакля. Это не первая работа режиссера театра и кино из Москвы Наркас Искандаровой на сцене детского театра в Сибае. Всего в творческом багаже у режиссера-выпускницы Российской академии театрального искусства 5 короткометражных фильмов и 12 спектаклей, 6 из которых были поставлены в разных театрах республики. Мы благодарны «Единой России», потому что это очень важно, поддержка малых городов и поддержка именно маленьких театров. Да. Сулпан – это единственный детский театр, и дай Бог, или Алла Бирха, чтобы «Единая Россия» всегда поддерживала, ну и не только «Единая Россия», и вообще Министерство культуры, РБ, потому что это дает новый кислород, новые силы и новое вдохновение для всей труппы и для всего театра. И я благодарна директору за то, что он меня пригласил, Айбулату Минигалевичу, и дай Бог в будущем работать, и чтобы все было организовано и хорошо. Ну, колоссальный опыт, большой опыт, что в актерстве, что в мастерстве, как бы, и в режиссуре мы все понимали, она пыталась вкласть в каждое слово свою душу, поэтому, ну, огромный опыт, я считаю, получил, то, что поработая с ней, хоть это и, как бы, можно сказать, детская сказка, это легко, но это не очень-то легко, это работали, то есть таких, как бы, трудностей не было, было легко и все понятно, то есть мы хотели выполнить ее поставленные задачи, и она, я считаю, она этого многого добилась. Этот спектакль не первый с режиссером Наркас Искандаровой. У меня это 3-й спектакль. Но каждый раз, работая с ней, я получаю огромное удовольствие и колоссальный опыт, который актеру нужен все время, я думаю, потому что с каждым режиссером, новым режиссером, актер берет что-то новое для себя, которое может помочь ему в дальнейшем его работе. И это самое главное для актера. Ну, как с человеком получил огромное удовольствие, общаясь с ней. Спасибо. Мы повторить хотим для вас шутки и песни много раз. Вся жизнь искусству отдана, так оцените наш талант. Екатерина Марочкина, Айгуль Хамитова, Руслан Кравцов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ.